Из труб валит дым. 23 января. На улице сегодня 27 градусов мороза. И сейчас я отпущу собак. Давайте вместе сходим к речке. Увидел камеру. Я уже вас отпускал сегодня. Вторая прогулка уже сегодня будет у вас. С утра на часик отпускаю. И сейчас еще пусть погуляю. Ну, давай. Уже ты уснул. Сонные глаза у тебя. Не такой активный. Айда. Давай. Точно он спал. Намуная, давай. Вот такие делишки. Давайте к речке сходим. Надо переправу протоптать, чтобы на буране проскочить через речку. Вчера тоже был поход у меня на буране. Скоро выложу это видео. На тот берег съездил. Без собак, без ничего. Но это все впереди вас ожидает. 2 видео уже засняты. Будут видео про походы, про рыбалку сейчас пока идут. Тулан. Ух, какой великан у меня. Айда коротыш. Маленькая такая. Возле тулана. Да? Сонный мух. Спал. Ребенок спал наш. Туда. Сейчас погуляете. Да, давайте сходим. Слышите, ребята, звук зимы. Вот так, минус 27 градусов. Приятный такой звук. Хруст под ногами. Это зима. Рассвет. Ну, сейчас время уже 9 часов 15 минут. Вон как красиво все. Немножко так снежок идет. Ну, для ходовых походов погода самая то. Вот такой ремень у меня. На моем канале можно посмотреть, как я делаю этот ремень. Короче, такое крепление для лыж, необуваемое, из транспортерной ленты. Вот такая ремень. Так, смотрите, найдете там в плейлистах своими руками, наверное, как-то. И вот смотрите, готовая лыжня. Я еще параллельно одной лыжей сбоку протопчу, чтобы на буране там проехать. Мы уже недалеко от реки почти пришли. Самое главное, сейчас посмотрим на льду, что творится. Вон мой бездельник. Туда. Бездельник. Самец. Ему бы лишь на кого бы наехать. Не понял, а там что творится. Так. Не понял действительно. Что тут трактора делали-то, интересно. Не понял. Шутку юмора. Так. Я у реки уже не помню, когда последний раз был. И что тут делали, интересно. Так, ладненько, сейчас будем разбираться. Так, такую площадку тут убрали снег, я не знаю почему только. В этом углу все время открывается река. Опасно тут. Или хотели тут прорубь сделать, чтобы на Крещенском эти купальни или что там. Может, для этого на под мостом все сделано. Так, ну буду протаптывать я здесь. В принципе, тут лыжни есть.
рыбаки, наверное, время от времени ходили, видно. Сбоку так пройдусь. Ну-ка. О, смотри. О, вода. Мощно. Ой, блядь. Сантиметра 2, наверное, так примерзла. Но буран без бурана еще не выдержит. Пару раз, наверное, туда-сюда пройду. И ништяк будет. Ветки вон поставлены, чтобы по одному и тому же месту ходить. Но это правильно. О, блин. Вот. Морозы хорошие, но снега много на льду. Поэтому резко не мерзнет. Но и видно, что уже вес человека держит. Хорошо. Так, раза 3, наверное, схожу туда-сюда. Ладно. Что-то неактивно сегодня. Ходит, бегает. И на морде что-то кровью. Тула. Тулан. Без присмотра тоже отпускать, конечно, их нельзя. Блять, по мойкам ходят. Что-то не то съест, и вот тебе инфекция какая-то еще. Что-то прихватят. Ну тут, вот, если скажем, по снегу ты идешь, и вот такое, вот столько проваливаешься, это самое то для ходовой охоты вообще. Можно ходить по десятки километров, а уже на целину-то пойдешь, вон, по колено уже ты проваливаешься. Короче, хрен далеко ты пойдешь. Такая прогулочка у нас. Вчера я ездил на буране через мост, потому что хорошо, что я сюда не залез. Я еще кустики поломаю и тоже отмечу. Буду отмечать, ну, переправу с другой стороны, чтобы уже верняк в сторону не кидала буран, не заехать в сторону. Чуть левее, чуть правее, там сразу провалишься. Потому что на льду вода очень много. Ладно, сейчас я пока этим буду заниматься. И на горку еще разок сходить. Сегодня вот до сюда пришли. Пешком мы сходим. Вон они. Красота какая, блин. Здесь сейчас все заснежено. Тула, айда. Кучам наннет. А? Хорошую фотографию хотел сделать и убежать. Тула. Тулан. А, ты беда. Полслова подходит. Если есть настроение, подходит. Если нету, там бесполезно его звать. Ох, хорошо. Здесь тоже надо прорубить. Прорубить все это дело. Мешает все. Блин, сейчас в Ютубе я очень много просмотрел видео про новый закон, который разрешает взять сухостой. Ну, эти валежники в лесу. Но так хитро правительство сделало. Опять все против народа. Одной рукой дает, двумя руками отбирает. И на этот раз то же самое. Разрешил брать сухостой. Но сухостой лежит, нельзя рубить, нельзя пилить, ничего нельзя. Только возможно брать его на руки и
с лесу выносить. А уже если ты с пилой там пилишь, этот гнилой валежник, уже это нарушение считается. И как быть человеку? А тайга наполнена этими валежниками, невозможно проходить. Я не знаю, почему так делается вообще против людей. Не надо жалеть эти валежники. Пусть люди делают дрова там, как сказать, ой, батарейка разрядилась. Не знаю, с аккумулятора будет нет работать. Соединил. Так что мне тоже много писали. Олег говорит, смело руби, можно рубить там в эти сухостои. А рубить-то нельзя, пилить нельзя. Так что вот вам и выкладывай. Что не выложишь, везде нарушение. За любой мелочь там. Сучок отломал, уже опять нарушение. А зрителю хочется все смотреть больше, интереснее. Но я не из тех, кто вот каждый шаг пойду там нарушать там на каждом шагу. Так что я спрашивал у лесничества нашего лесничества, вот говорю, закон вышел, там можно рубить там сухостои, там валежники. Нельзя, говорит. Если наш лесничий скажет, Олег, без проблем, руби, пили, вот тогда я буду выкладывать там, или не буду спорить с теми, как сказать, что вот пишет Олег там, вырубай сухостой. А в избушках, ну как, без дров там все равно не будешь там жить. Свою, как сказать, печку надо топить там, сухостой там, как сказать, спилишь и дрова заготовишь. Без этого никак. Но по закону, в общем, как и было, ничего нельзя из леса вытаскивать. Вот будет пожар там, лес, тайга будет гореть. Народ, поднимайся, тушить лес, наш лес, а нашего леса нету. Ничего трогать нельзя. Все уже продано там китайцам или еще кому. Им все. Можно, нам ничего нельзя. Вот моя бураница, смотрите. Вот я вчера через мост я проезжал тут, протоптал дорогу, а на речку я не выезжал. Вот смотрите, какое количество проваливается. Видно по буранице. На буран едет. Снег такой неплотный, рыхловатый. Через кустарник, конечно, труднее будет проезжать, но ехать возможно проезжать. Айда, молодец у меня. Кобылина, володача. Все, его не позовешь. Айда линяя, все время так кувыркается там, чтобы старый шерсть выпала. Вот такие дела. Вот такие дела. Излишки. Пошли в нас. Сейчас я буду топтать там переправу и обратно пойдем домой. Вот такая прогулка у нас. Кобель, не трогай, я иду. Смотри. Сейчас, знаете, первый раз, как сказать, тулан избил Айду. У тулана была вкусняшка, там гуляли они, я не знаю, что-то у него в пасти было вкусное, что-то принес с собой. И, короче, Айда так увидела, круто подбежала, думаю, сейчас опять тулана обидит. Но нифиг-то там, ребята, жесткая драка была, и, как сказать, тулан
запросто, а иду там, этот, как его, надрал задницу, в общем, ей. Так что, если разозлить кобыля, там у него уже силы и, ну, чуть-чуть он боится еще, как бы молодой, но он уже готов подраться с собаками или еще, возмужая потихоньку. Вот, собака уже не может по целине ходить. Вот так, уже ноги короткие, снега много. Вот играются еще. Если разозлить собаку, конечно. Я тоже раньше не боялся собак вообще. Ну, встретится собака, могу послать там, ну и еще что. Один раз в сторону школы я, короче, шел, и напротив меня гончая собака так идет, а я так приблотненно так напугал ее. Ну, я не знаю, что там навстречу. А эта собака как стала напротив меня, блин. Клыки показал мне. Я понял сразу. Я понял, говорю, сейчас я обойду тебя. Не хочу с тобой связываться, блин. И после того я вот с любыми собаками, я никогда его, ну, скажем, не хочу связываться с ними. Собаки разные, могут там укусить или еще что. И там заразу прихватишь какую, опять новые проблемы, там еще какие-то. Вот. Вот так опять. Ну, сейчас интересный комментарий. Я не знаю, куда я написал комментарии. Какие-то, я не знаю. Пишу, я тоже смотрю у людей, как сказать, видео. И бывает там просто им пишу привет с коми там, или еще какие-то предложения напишу. Один земляк мне написал даже, ну, говорит, мне подписан на твой канал. Смотрю иногда, но много болтовни, говорит, на моем канале. Но я так отрываюсь от... Я, знаете, вот мне вот хочется вот поговорить. Меня и никто не перебивает. Я высказываюсь, что хочу, то и говорю. Мне интересно. А в жизни я не такой публичный человек. Вот проще встретиться там в Сыктывкаре или в Москве, там еще. Я стараюсь быть в тени. Я под камеру раскрепощенный человек, а в жизни нет, я в тени. Не люблю такое, чтобы сверкать где-то или еще. Меньше видят и лучше. Вон там еще кто-то, какой-то рыбак-охотник. Сейчас глянем, кто там идет. Ага. Это рыбак, который ходит. Бывает, встречаемся на том месте. Понятно. У меня на камере искажение такое. Блин, от мороза. Сейчас я буду топтать, короче, это дело. Собаки вообще не проваливаются. Еще пару дней, если такой мороз будет, может вообще будет выдерживать этот вес человека, вообще не будем проваливаться. Сейчас я пока поломаю эти кустики и буду ставить там на лед. Тропинку себе сделаю. Дух десны. Ну, когда интересно. Tanya wala sa tayo nyon kok sa pagsigaw niyo ay usig-usiga. Kasi pon gito rin murgaran kors ka sa kadri. Гора дома сидим. Давай, таляла, протопчите там на буране, чтобы ездить. Заводи tas niej там. Seni yurt buradan da. Egletçi ama gün sapagalı. Немножко поговорили с рыбаком. Он тоже просто ходит, топчет лыжню. И, короче, Пулан поранил ногу, он кровоточит как.
Сендей, дай покажу. Жестко и не перестает, идет и идет кровь. Хрен я знаю, что там. Или облет, что-то случилось. Лед проваливается и он сам лечит. Там на когти у него. Не когти, а вот эти. Ну да, вон. Явно он цепанул вот этот. Блин, гужги на куйце. Ногти вот эти. Когти. Когти там сбоку один торчит. Вот. Зацепился, он бежит когда. Лед не выдерживает и проваливается. И, наверное, зацепился. Он, короче, никак не остановится кровь. Мы сейчас пойдем обратно домой. Там будет лежать будка. Аккумулятор выключился. Вообще видеокамера выключилась. Аккумулятор сдох. И надо отсоединять аккумулятор и прогреть. Потом уже опять снова работает. Короче, вон очередной лыжник. Кому не лень, тот встает на лыжи и газку. Просто ходят и все. Пенсионеры. Тупо ходят. Вот как проваливаться. Но после мороза будет, думаю, легче ходить. Там снег уплотнится. И сейчас мы пойдем обратно домой. И пусть тебе зализывает раны Тулан. Первая рана у него до крови. Везде кровь. Кругом. Где у него лапа, там и кровь течет. Вот смотрите, как ходит Айда. Что-то не гусьман. Давай, Тулан. Хитрюга. У тебя длиннее ноги и то вон. Вон как. Что-то нюхтит Айда. Нюхтит и поехали. Тулан хитрый. По готовой тропинке идет. Может запах этого белки, может еще чего, не знаю. Ну что тут, еще немножко поломаю эти ветки. Себе тоже как бы расширим тропинку тут. И я уже 3 раза туда-сюда ходил. Вон, 3 раза, не меньше. Да, 3 раза, наверное, получилось. И сейчас еще последний разок пойду. Думаю, сейчас уже все примерзнет. И переход будет для бурана хороший тут. Все. Ну, вон как встало солнце. Светло. Холодно. Безветренный такой. Тихий ветерок есть, но нормально. Северная погода для севера это нормально. Средняя температура. Минус 27 градусов. Ну, на реке, наверное, около 30. Вот такие дела. Вот такая прогулка была. А сейчас уже все. Будем возвращаться. Всем пока и удачи.